Смягчение режима самоизоляции заметно прибавило настроение спортсменам республики. В этом убедился мой коллега Вячеслав Ильин, отправившийся утром на спортивную площадку Берендеевского леса в столице Чувашии. Для настоящих почитателей королевы спорта дождь еще не повод отменять тренировку. Тем более, что после послабления карантинного режима спортсмены получили возможность проводить занятия на свежем воздухе. По плану заслуженного тренера России по легкой атлетике Валентина Давалова на сегодня его подопечные должны были сделать работу по программе «Бега в гору». Первой из группы высшего спортивного мастерства на пушке Берендеевского леса появилась серебряный призер прошлогоднего чемпионата России в беге на 800 метров, мастер спорта страны Вера Васильева. В общем-то, конечно, лес и асфальт не очень. Хочется уже на дорожку выйти и уже поработать там. Да и скорее бы уже старты. В общем, этот карантин чуть-чуть не дает нам усилия прикладывать. Не на шутку зарядивший дождь вынудил наставников все же внести коррективы в тренировочный план. Вера и примкнувшая к ней победительница Кубка страны 2019 года в беге на 5000 метров Екатерина Ишова отправились на интервальную тренировку. При моей специализации на средней и длинной дистанции отсиживаться дома – это катастрофа. Хочется побегать, реализовать себя где-то, побегать от души. А вот в мужской группе бегунов в составе призера чемпионата России Владимира Попова, победителя чемпионата Поволжья Александра Данилова и Михаила Рыбакова пришлось отправиться на велодорожку Ядринского шоссе. А чтобы ребятам не было скучно, наставник предложил провести кросс с переменным темпом. Запас времени хватает, все нормально. Они же все же продолжали, они не забрасывали все время под нагрузкой. Они и дома тренировались, и на улице. Вот какая возможность была, все изолированы. Несмотря на дождь, на велодорожке Ядринского шоссе в утренние часы движение было достаточно плотное. Планируемый в Чебоксарах на конец июня 101-й чемпионат России по легкой атлетике по рекомендации World Athletics перенесен на первые числа августа. И чтобы чувашским легкоатлетам не остаться за чертой призеров, начинать подготовку нужно уже сегодня. Вячеслав Ильин, Вести Чуваша.